YouTube-канал алимы Шамильского района представляет Абдул-Джалил Афанди, Куддиса сирруху. Совершенный муршид накшбандийского и шазалийского тарикатов Абдул-Джалил Афанди, Куддиса сирруху, родился в 1943 году в селении Верхний Каранай Буйнакского района в семье потомка пророка, алейхиссаляту вассалям, Умахана, сына Будайя. С давних пор в селе принято говорить о том, что нельзя поворачиваться спиной к роду Умахана. Его необычайные способности проявились уже в детстве. Он пошел в школу в 5 лет вместе со старшей сестрой Умма Сафият, в то время как в первый класс принимали детей с 8 лет. Его одноклассники рассказывают, что он был самым способным в классе. Он мог пересказать любой текст слово в слово и получал только отличные оценки. Из-за отличных знаний его дважды переводили через класс, и он окончил школу на 2 года раньше. Закончив 7 классов в родном селе, он поступил в Дагестанское медицинское училище в Махачкале. Медучилище он окончил на красный диплом, и до поступления в медицинский институт работал фельдшером в Буйнакске, селении Кадар, а потом в Арахкенте, где и заинтересовался впервые исламом. Покидая родное село после окончания школы, он знал только то, что связано с намазом и постом, а в Арахкенте его потянуло к исламским наукам. Он нашел там кое-какие листы с записями на аджаме. Оказалось, что это стихотворение, назму, «Белые волосы», принадлежащие Пиру Али-Хаджи из Инхо. В то время, когда Абдул-Джалил изучал эти листы, он первый раз увидел во сне пророка, алейхиссаляту вассалям. Одна пациентка, застав его за чтением этих листов, сказала, что у ее отца тоже есть книга, написанная на аджаме, и принесла ему книгу «Бустан Аваристан». Абдуль-Джалил несколько раз перечитал эту книгу, заложившую в нем хорошую основу исламских знаний. Устаз рассказывал: когда я поступил в медицинский институт, знания, полученные мною из книги «Бустан Аваристан», помогли мне противостоять преподававшимся в вузе урокам атеизма. В 1963 году он поступил в Дагестанский медицинский институт и окончил его с отличием. Он рассказывал: будучи студентом, я повесил на стене рядом с местом, где совершал намаз, изображение могилы и, представляя себя похороненным в ней, все свои деяния соотносил с тем, что будет на том свете. По окончании института он работал сначала рядовым врачом, а потом главврачом в Нижнем Казанище, Буйнакске, Эрпели и Каранае. Он был очень грамотным, ответственным, милосердным врачом, который одинаково относился ко всем, не обращая внимания на национальность и должности. С внедрением страховой медицины Министерство здравоохранения Республики Дагестан издало приказ, чтобы врачи принимали только тех, у кого есть страховые полисы. Тогда Абдуль-Джалил Афанди, Куддиса сирруху, сказал мне: «Мухаммад, мы будем принимать больных независимо от наличия страховых полисов». В 1970 году, когда в Дагестане была вспышка холеры, Абдуль-Джалил Афанди, Куддиса сирруху, работавший в поликлинике Буйнакска, диагностировав холеру у одного больного, уложил его в больницу и предотвратил эпидемию в городе. Главврач обвинил его в панике, так как он поставил диагноз до того, как получил результаты анализов больного. Однако анализы подтвердили диагноз. Таким образом, своевременно принятые меры помогли уберечь город от тяжелой болезни, и главврачу города вручили за это орден. Абдуль-Джалила спросили: «Как ты узнал о его болезни?» Он ответил: «Не знаю. Как только он зашел ко мне, я понял, что он болен холерой». В те годы, когда не разрешали открыто исповедовать религию, Абдуль-Джалил, работая врачом, приобрел исламские знания. Его учителем в шариатских науках был близкий человек Мухаммад Арифа Афанди, Куддиса сирруху, Сааду Хаджи Асул Мухаммада Афанди из Батлуха, Куддиса сирруху, и Абдул-Хамида Афанди из Инхо, Куддиса сирруху, известный ученый, последователь тариката Мухаммад, сын Рамазана из Кудали. Когда убили брата Мухаммада, сына Рамазана, шейх из Инхо приехал в Кудали и провел 3 дня вместе с ним. Абдуль-Джалил Афанди, Куддиса сирруху, передал, что по случаю смерти Мухаммада, сына Рамазана, Сааду Хаджи Асул Мухаммад, Куддиса сирруху, сказал:
Только после его смерти я узнал, как сильно любил его. У меня нутро горит по нему. Он был человеком, который украшал город. Восхищенный способностями и пониманием религии Абдуль-Джалила, Мухаммад, сын Рамазана, говорил: «Абдуль-Джалил, Аллах одарил тебя редким необычайным талантом, не встречающимся у других. Если ты не используешь его, то в ахирате тебя спросят об этом». Будучи студентом, Абдуль-Джалил отправился к Абдул-Хамиду Афанди Куддиса Сирруху и вступил в тарикат. Когда Абдул-Хамид Афанди Куддиса Сирруху спросил его, для чего он пришел, Абдуль-Джалил ответил: «Совершать поклонение Аллаху, следуя за тобой, приблизиться к Аллаху посредством тебя». Эти слова очень удивили шейха из Инху. После того, как Абдул-Хамид Афанди Куддиса Сирруху покинул этот мир, Абдуль-Джалил вступил под духовное воспитание Хамзата Афанди Куддиса Сирруху, потом под воспитание Миселясул Мухаммада Куддиса Сирруху. А когда Миселясул Мухаммад Куддиса Сирруху перешел к милости Аллаха, стал мюридом Саида Афанди Куддиса Сирруху. Под духовным воспитанием Саида Афанди Куддиса Сирруху он закончил муракабу, и 6 сентября 1995 года Саид Афанди Куддиса Сирруху дал ему разрешение на наставничество в Накшбандийском и Шазалийском тарикатах. Абдуль-Джалил Афанди Куддиса Сирруху говорил, что хотя все вышеназванные шейхи были его устазами в тарикате, он больше общался с шейхом с Батлуха. Один раз в год я посещал устазов, под духовным воспитанием которых находился. Но близко общаться мне посчастливилось с шейхом из Батлуха. Наше общение продолжалось с 1976 года до самой его смерти в 1995 году. Он воспитывал меня, обжигая, подобно кирпичу изнутри. Однажды, когда мы вместе с Абдуль-Джалилом Афанди Куддиса Сирруху пришли к шейху из Батлуха, он сказал: «У нас с вами сухбат». Родственники Абдуль-Хамида Афанди Куддиса Сирруху рассказывали, что Абдуль-Джалил был ему очень дорог. Также он был дорог и Кутбу Сааду Хаджи Асул Мухаммаду. Мубарак говорил: «Абдуль-Джалил — необыкновенный человек», и велел мне соблюдать адаб по отношению к нему. В 1979 году я учился на 2-м курсе мединститута. Мой дедушка, шейх из Батлуха, сказал мне: «В Эрпели работает врачом один хороший человек, которого зовут Абдуль-Джалил». Тогда я удивился, первый раз услышав название села Эрпели. После окончания мединститута я по распределению должен был поехать в Россию. Однако стараниями шейха из Батлуха, да упокоится его душа в раю, меня направили в Эрпели к Абдуль-Джалилу. В то время выпускники института обязаны были 3 года отработать по распределению, и редко кого оставляли в Дагестане. К тому же исламским знаниям тогда учились тайком. Поэтому Мубарак очень обрадовался, когда я получил возможность одновременно работать и учиться. В 1984 году я приехал в Эрпели. Как мне потом сказали, шейх из Батлуха заранее попросил Абдуль-Джалила обучить меня исламским наукам. Тогда я вспомнил, как шейх 5 лет назад упоминал об Эрпели и Абдуль-Джалиле. Абдуль-Джалил Афанди Куддиса Сирруху — это драгоценный камень, который нашли благодаря внутреннему духовному видению шейха из Батлуха. О его степени не знали даже родные, но устаз из Батлуха знал о сущности человека, который работал простым врачом в Эрпели. По просьбе Сааду Хаджи Асул Мухаммада Куддиса Сирруху любой ученый с радостью обучил бы меня знаниям, но он выбрал Абдуль-Джалила Афанди Куддиса Сирруху. В Минздраве чинили препятствия, не давая мне направления в Эрпели, и шейху предлагали отправить меня к другому ученому алиму. Тогда устаз рассердился и сказал, что отправит меня только к нему. Жена шейха Меседо, которая была свидетелем этого разговора, сказала мне: «Мухаммад, видно, устаз не успокоится, пока ты не поедешь в Эрпели». Таким образом, благодаря безграничной милости Аллаха, я около 20 лет учился у него религиозным наукам. Всеми хорошими качествами, которые есть во мне, я обязан его баракату и баракату других устазов. И все плохие качества, которые есть во мне, стали результатом нарушения адаба по отношению к нему и другим устазам.
Да вознаградит его Аллах за каждую букву и да возвеличит степень Абдуль-Джалила Афанди Куддиса Сирруху, который неустанно давал мне уроки, учил тому, чему не учил мой отец, и, наконец, заменил мне отца. Да простит меня Аллах за возможно проявленное к нему неуважение. Прежде чем учиться у Абдуль-Джалила Афанди Куддиса Сирруху, я приобретал знания в нескольких местах, но не встретил человека, который бы умел так учить и объяснять, как он. Этот Мубарак как будто вливал знания в сердце. В 1995 году по указанию Сааду Хаджи Расул Мухаммада Афанди Куддиса Сирруху, Саид Афанди Куддиса Сирруху дал ему разрешение на наставничество в Накшбандийском и Шазалийском тарикатах. Однако до 2008 года он держал это в тайне, даже от домашних. С первого дня знакомства я знал, что он необычный человек. Я не видел никого, кто бы так повиновался устазу и соблюдал адаб, как он. Едва выйдя от устаза, он фиксировал его слова и выполнял все его задания. И даже при этом он часто говорил: «Больше всего я жалею о несоблюдении адаба по отношению к устазам». Он говорил так не из-за того, что не соблюдал адаб, а потому что не смог соблюдать адаб, соответствующий их степени. Однажды, когда он работал врачом в городе Буйнакске, шейх из Инхо намекнул ему: «Тебе лучше переехать в село». Последовав его словам, он оставил работу и, вопреки уговорам всех родственников, переехал в село, хотя в селе не было работы ни для него, ни для его жены. Даже когда дело доходило до развода, он не сказал жене, что перебрался в село по совету шейха из Инхо, опасаясь, что у нее может сложиться плохое мнение о Абдулхамиде Афанди Куддиса Сирруху. Однажды, когда Абдуль-Джалил Афанди Куддиса Сирруху пришел к Абдулхамиду Афанди Куддиса Сирруху, шейх спросил его: «У тебя есть тот ящик, что стоит в углу, имея в виду телевизор?» Услышав отрицательный ответ, Абдулхамид Афанди Куддиса Сирруху заметил: «Нам не нужна эта вещь». А когда Абдулхамид Афанди Куддиса Сирруху спросил, сколько у него детей, Абдуль-Джалил Афанди Куддиса Сирруху ответил, что у него 2 дочки. «В дочерях бывает благодать, довольствуйся ими. Ноша будет легче», — сказал Абдулхамид Афанди Куддиса Сирруху. После этого он так и не приобрел телевизор и больше не завел детей, как бы ни хотела жена. Когда Абдулхамид Афанди Куддиса Сирруху с неодобрением отозвался о работе школьного учителя, жена Абдуль-Джалила Афанди Куддиса Сирруху Халимат и сестра Умму Сафият оставили работу в школе, хотя другую работу найти было очень трудно. Он говорил, что был доволен своим переездом в Эрпели, благоприятно сказавшимся на его поклонении. Здесь было удобно заниматься поминанием Аллаха, приходя с работы, и никто его не беспокоил. Многие мюриды, занимающие в тарикате высокое положение, говорили Абдуль-Джалилу Афанди Куддиса Сирруху: «Невозможно, чтобы шейх из Инхо велел тебе переехать в село. Может, спросишь его еще раз?» Но он сказал, что не будет спрашивать. Ему достаточно одного слова Абдулхамида Афанди Куддиса Сирруху. Как же много мюридов, которые повинуются устазам, если их это устраивает, а если нет, то ослушаются их. Некоторые люди даже принуждают устазов говорить то, что им нравится. Абдуль-Джалилу Афанди Куддиса Сирруху свойственны полное равнодушие ко всему мирскому, следование полученным знаниям и красивый нрав. Он так похож своим нравом на сподвижников, что кажется, будто он явился к нам из их времени. Когда он работал в Эрпели, секретарь парткома, выступая на собрании, которое было созвано для того, чтобы освободить Абдуль-Джалила Афанди от должности главврача, сказал: «Если бывает человек в облике ангела, то это Абдуль-Джалил, но его необходимо освободить от должности. Его уволили по обвинению в приверженности религии». В 90-е годы, живя и работая в Эрпели, он несколько лет, несмотря на свою занятость, преподавал арабский язык в средней школе, чтобы обучить детей исламу. Все, кто стал изучать религиозные науки в этом селе, были его учениками в школе. Теперь они работают преподавателями и имамами. Основным караматом Абдуль-Джалила Афанди Куддиса Сирруху является его истикама. Около 20 лет я был рядом с ним, но не видел с его стороны ни одного поступка, хоть в чем-либо противоречащего шариату. Ни одно его деяние не противоречило тому, о чем я читал в книгах. В малом и большом, в поступках и словах,
Во всем этот Мубарак похож на пророка, алейхиссаляту вассалям. Абдуль-Джалил Афанди, куддиса сирруху, чист, совершенен и аккуратен во всем. Много внимания он уделяет омовению и совершенствованию намаза. Я еще не видел его совершающим намаз в одежде, в которой он ходит на работу. Обучившиеся исламским наукам знают, что в шариатских книгах деяния уверовавшего разделены на 3 вида – ауам, хавас и хавас-уль-хавас. Первая группа – это обычные люди, которые заботятся лишь о внешних, видимых деяниях, но не о сокровенных. Вторая группа – особые люди, для которых важнее деяния сердца. И третья группа – избранные из избранных, чье внимание обращено на сокровенные стороны деяний. Все деяния шейха Абдуль-Джалила Афанди, куддиса сирруху, еще тогда выдавали в нем человека, относящегося к группе хавас или хавас-аль-хавас. Однажды сестра Абдуль-Джалила Афанди, куддиса сирруху, увидела, как их родственник подрался с односельчанином. Их родственник был виновен. Абдуль-Джалил Афанди, куддиса сирруху, предупредил сестру, чтобы она, если вдруг ее спросят, сказала правду. Будучи сам очень мягким и кротким человеком, он становился бескомпромиссным, когда кто-то переступал границы шариата. В молодости он однажды пришел в гости к старшему брату, и тот, несмотря на его предупреждение, открыл и поставил перед ним бутылку водки. Абдуль-Джалил взял бутылку и вылил содержимое в умывальник, не обращая внимания на хозяина, который кричал, что заплатил за нее деньги. Софиет, повар Ирпелинской больницы, рассказывала: оставив семью в селении Каранай, он работал у нее 20 лет, но ни разу, как бы ни просили, даже не попробовал больничной еды, хотя имел право питаться в больнице. Когда мне представилась возможность поехать в Сирию учиться в магистратуре, я пришел к Абдуль-Джалилу Афанди, куддиса сирруху, за советом. Подумав немного, он сказал, что лучше не ехать. Я не мог понять, почему он не советует мне ехать учиться, но решил отказаться от поездки, да и желание ехать пропало. Через несколько месяцев в Сирии началась война, а те, кто поехал поступать в магистратуру, вернулись с немалыми расходами. Известного Захида ибн Динара спросили: «Ты Захид?» Он ответил: «Нет, я не Захид. Истинный Захид — это 5-й халиф Умар ибн Абдуль-Азиз, в чьих руках был весь мир, но он не интересовался мирскими богатствами». В то время люди, занимавшие должность главврача, жили хорошо. Они могли приобретать мирские богатства дозволенным и недозволенным путями. Из-за должности многие раболепствовали перед начальниками, восхваляя их всяким образом. Что касается Абдуль-Джалила Афанди, куддиса сирруху, то даже занимая эту должность, он был настоящим захидом. И он не изменился, когда вступил на путь наставления мюридов. Когда другие растаскивали как могли государственное имущество, он использовал свою машину для нужд больницы, если служебный транспорт был неисправен. Но чиновники находили разные поводы, чтобы обвинить его, потому что он был религиозным человеком. Все свое нерабочее время он использовал для поминания Аллаха. Я никогда не видел его сидящим без дела. Глядя на людей, которые проводили время на Гадекане, он говорил: «Ах, если бы я мог купить у них свободное время». Его машина ГАЗ-59 была в запущенном состоянии. Я спросил его, нельзя ли ее немного отремонтировать и привести в порядок. Он ответил, что мирское имущество нельзя содержать так, чтобы сердце тянулось к нему. Условия, в которых он жил, подтверждали его слова. Услышав, что его старую машину УАЗ продали на запчасти, Саид Афанди, куддиса сирруху, сказал: давно пора было столкнуть ее в пропасть. Человек, разбиравший эту машину, удивленно восклицал: неужели эта машина работала? Однажды кто-то написал на Абдуль-Джалила жалобу. Узнав об этом, он очень расстроился и пошел к тому человеку домой, чтобы попросить у него прощения. Тот растерялся и сказал, что это он должен был просить у него прощения. Он отвечал добром тем, кто причинял ему вред. Первым приходил к тому, кто прекратил с ним общение, и возобновлял родственные отношения с теми, кто прервал их. Глядя на этого Мубарака, я думал, что он побывал в Ахирате, увидел все, что там есть, и, поняв, что он вечен, вернулся на этот свет.
поэтому он достоверно знает ничтожность этого мира и его скоротечность. Абдуль-Джалил Афанди, куддиса сирруху, совершал все деяния ради Аллаха, не думая о приобретении рая. Он рассказывал, что как-то шейх из Батлуха, заглянув в его сердце, сказал ему: «Не стоит так отказываться от рая, ибо он является домом людей, поминающих Аллаха». Видя искренность Абдуль-Джалила, его отрешенность от мирского, способности в поклонении и приобретении знаний, его учитель Мухаммад из Кудали сказал, что ему дадут разрешение Иджазу на наставничество. «Как можно давать разрешение такому человеку, как я?» — с искренним недоумением спросил Абдуль-Джалил. И Мухаммад сказал, что именно таким людям, как он, и дают разрешение. Как будто предвидя будущее Абдуль-Джалила, Мухаммад из Кудали решил подарить ему свой большой дом, расположенный в центре города. Но как бы учитель ни просил, Абдуль-Джалил не согласился принять такой большой подарок. Он очень уважал Саида Афанди, куддиса сирруху, всегда говорит о нем с благословением и не любит, когда кто-нибудь плохо отзывался о черке или о каком-либо выходце из этого селения. Абдуль-Джалил Афанди, куддиса сирруху, рассказывал: «После того, как мне дали разрешение, Саид Афанди, куддиса сирруху, принимая мюридов, сажал меня рядом с собой и достаточно долго учил меня всему. Закончив принимать мюридов, они уединялись в худжре, и Саид Афанди, куддиса сирруху, разъяснял ему трудные вопросы. Шейх рассказывал, что Саид Афанди, куддиса сирруху, научил его всему, что связано с работой с мюридами. Несколько раз, когда он приходил к Саиду Афанди, куддиса сирруху, охрана, дежурившая у входа, не пропустила его. Но он, 10 лет назад получивший разрешение, был настолько лишен гордыни, что, несмотря на это, соблюдая адаб даже по отношению к охранникам своего устаза, не переча им и не выходя из себя, повиновался им и терпеливо ждал, когда ему разрешат. Иногда Саид Афанди, куддиса сирруху, сам выходил, чтобы завести его в дом. Абдуль-Джалил Афанди, куддиса сирруху, рассказывал про Саида Афанди, куддиса сирруху, с большой теплотой и любовью. Какой бы вопрос у меня ни возникал, я ходил к нему. Устаз из Черкея много раз помогал мне. Он является милостью Аллаха для нас. Абдуль-Джалилу Афанди, куддиса сирруху, было также свойственно усердие в деяниях, совершаемых сердцем. Совершив обязательный хадж вместе со всеми членами семьи, он больше не ездит в хадж или умру, хотя многие люди приглашали его. Однажды он сказал мне, что к нему приходил некий уважаемый человек и предлагал поехать в хадж вместе, но он отказался, сославшись на слова шейха из Батлуха, адресованные ему. «Тебе не стоит бегать из стороны в сторону, ищи довольство Аллаха в углу комнаты». Еще одной отличительной чертой Абдуль-Джалила Афанди, куддиса сирруху, является усердие в поклонении, совершаемом мысленно. Он говорит: одно из самых ценных созданий Аллаха — это мысль, фикр. Накшбандийский тарикат учит применять мысли в поклонении Аллаху. Однажды шейх рассказывал: несколько лет назад я увидел во сне пророка, алейхиссаляту вассалям. В числе других вопросов я задал ему такой: «О посланник Аллаха, какое деяние нужно мне совершить, чтобы достичь твоего довольства?» Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «В течение дня и ночи произноси астагфируллах 3 раза». На этом мой сон прервался. Возможно, он назвал бы большее число, но я услышал 3. Я рассказал этот сон Сааду Хаджи Асул Мухаммаду, куддиса сирруху, который в то время был жив, и он сказал: «Это очень мало». Я упомянул здесь об этом сне по следующей причине. Во-первых, хадис пророка, алейхиссаляту вассалям, гласит: когда наступает последняя треть ночи, Всевышний Аллах, его милость, нисходит на нижнее небо и говорит: «Кто ищет моего прощения, чтобы я простил его?» Имеется в виду, что нисходит не сам Аллах, а его милость. Во-вторых, на странице 88 книги Мактубат, принадлежащей пиру Сайфулла Кади, куддиса сирруху, да возвысит Аллах его степень, говорится: самое лучшее посещение зиярат — это посещение, совершенное сердцем, то есть мысленное представление зиярата. В этой же книге на странице 119 сказано:
угол своего дома лучше, чем весь этот мир и все, что находится в нем. В-третьих, Всевышний Аллах в Коране сказал, смысл: если эти люди, согрешив, пришли бы к тебе, к посланнику, и попросили бы у Аллаха прощения своих грехов, и если посланник, алейхиссаляту вассалям, тоже попросил бы прощения их грехов, то они непременно обнаружили бы, что Аллах прощает много грехов и проявляет милость ко всем. Сура Ан-Ниса, аят 64. Есть еще аят, в котором Всевышний Аллах говорит пророку Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям: «Прощай их, тех, которые, согрешив, пришли к тебе, и проси Аллаха простить их грехи, то есть произнеси за них слова покаяния, астагфируллах». Учитывая все вышесказанное, я сделал обыкновением после совершения тахаджуд-намаза последнюю треть ночи мысленно совершать зиарат к пророку, алейхиссаляту вассалям. В мыслях я прибываю в Медину, отправляюсь в мечеть пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Там приветствую пророка, алейхиссаляту вассалям, и обоих его сподвижников и читаю тот аят из Корана, после чего 100 раз произношу слова покаяния «Астагфируллах». Потом, с разрешения посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, намереваюсь вернуться обратно. Я привел здесь эти слова, потому что у человека, который прочтет их, может возникнуть желание поступить так, как написано здесь. Я надеюсь, что у него возникнет мысль просить прощения за свои грехи таким образом. Еще о степени и положении Абдуль-Джалила Афанди Куддиса Сирруху говорит тот факт, что Саид Афанди Куддиса Сирруху передал на его попечение 2/3 населения мюридов, городов и районов Дагестана, оставив у себя мюридов Чиркея и прилегающих районов равнинной части Дагестана, таких как Кизилюртовский, Хасавюртовский и другие, а также мюридов, приезжающих из-за пределов Дагестана. За короткое время Абдуль-Джалиль Афанди Куддиса Сирруху показал, что не намерен мириться с чем-либо несоответствующим пути шариата и тариката, а также пути предыдущих устазов. Например, получившие распространение религиозные песнопения, нашиды, под музыку и без, сегодня благодаря его стараниям почти не слышны. Он написал книгу «Песни и музыка в накшбандийском тарикате». У этой книги есть и аудиоверсия, где устаз сам озвучивает текст. Он провел сравнение книги «Далайлюль Хайрат», которую мюриду читают около 100 лет, начиная с Хасана Афанди Куддиса Сирруху, с подлинником ее автора Джазули, и удалил из нее около 100 добавлений, которых не было в подлиннике. Он сказал, что автор книги был большим праведником, поэтому будет больше благодати, если оставить все так, как в оригинале. На месте, где сейчас стоит его дом и мечеть рядом с ним, около 100 лет назад находился дом Сайфуллы Кади Куддиса Сирруху, и земля была его собственностью. Аллах сохранил в центре города эту землю для Абдуль-Джалиля Афанди Куддиса Сирруху. Все это свидетельствует о том, что Абдуль-Джалиль Афанди Куддиса Сирруху является истинным наследником предыдущих устазов, пути которых он придерживается. На первом мавлиде в этой мечети Саид Афанди Куддиса Сирруху сказал, что более благодатного маджлиса он не видел. Абдур-Рашид, брат Абдуль-Джалила Афанди Куддиса Сирруху. С детства Абдуль-Джалил был необычным, богобоязненным ребенком. Родители, да смоются их грехи, очень берегли его и боялись за него. Он всегда отказывался от сомнительного или запретного. В то время тем, кто прогуливал колхозные работы, не предоставляли участок для сенокоса. Однажды я вместо него отправился собирать колхозную солому с поля. За трудодень после обеда каждый брал по 10 тюков соломы. Я тоже взял, но поскольку сам жил в городе, решил отдать их Абдуль-Джалилу. Но он отказался от соломы и отправил меня вернуть ее назад. Умму Хайват, сестра Абдуль-Джалила Афанди, Куддиса Сирруху. С самого детства он был очень умным и честным мальчиком. Он никогда не лгал, с большим уважением относился к своим родителям и был очень дорог им. В детстве мама учила нас соблюдать адаб по отношению к нему, говоря, что он станет большим человеком. Она даже не заставляла его заниматься домашней работой. Когда Абдуль-Джалил слышал, что в селе кто-то поссорился или развелся, он сам ходил к ним, чтобы помирить их. Какой бы большой ни была ссора, он примирял враждующих, и редко, когда в нашем селе дело доходило до суда.
Какой бы большой вред ему ни причинили, он отвечал добром. Ничего не говоря нам, он сам ходил к тем, кто прекратил с ним общение, и возобновлял отношения. С детства он был очень религиозен. В месяце Рамазан в нашей школе обычно детей заставляли пить воду, принуждая прервать пост. Учителя говорили, что заставить его прервать пост было невозможно. Он уехал учиться в 14-летнем возрасте и приезжал домой только на каникулах. Будучи студентом, он отделил себе угол в съемной комнате, чтобы гости не мешали ему совершать поклонение. Однажды мы с Абдуль-Джалилом и мамой, да смоются ее грехи, отправились на зиярат к месье Мухаммаду Афанди Куддиса Сирруху в Нечаевку. Идти приходилось тайком. Мы вышли из дома в последнюю треть ночи и приехали в Нечаевку после утреннего намаза. У мамы был паралич, поэтому мы понесли ее на руках и посадили в машину. Приехав к шейху, мы хотели отнести маму в дом. В это время из дома вышел шейх из Нечаевки, подошел к нашей машине и сказал: «Не надо, оставьте маму в машине». Шейх сделал ей таваджух в машине и сказал своей жене Равзат: «Подойди сюда, Равзат, чтобы увидеть райскую гурию». Втроем они долго разговаривали в машине. Однажды, когда я училась в медучилище, Абдуль-Джалил Афанди Куддиса Сирруху, который в то время работал врачом, пришел за мной, чтобы вызвать меня с урока. Нашу преподавательницу звали Ольга Герасимовна. Абдуль-Джалил заглянул в аудиторию и позвал меня, чтобы я вышла. В это время преподавательница что-то писала на доске. Она его не видела, но, услышав голос, спросила: «Это случайно не голос у Маханова Абдуль-Джалила? Кто он тебе?» Я сказала, что он мой брат, и она начала расхваливать его. Ой, какой он был вундеркинд! Сколько лет прошло, но до сих пор не могу его забыть. Она до сих пор восхищалась способностями Абдуль-Джалила, хотя он закончил учебу несколько лет назад. Когда ему рассказали об этом, он сказал: «Я был ее любимчиком, она даже приносила мне домашние пирожки, но я их не ел». Однажды Абдуль-Джалил ушел с работы на похороны самоубийцы. Он вернулся с бледным, как у мертвеца, лицом, еле держась на ногах. На лице его был страх. Когда он зашел в амбулаторию, мы пили чай, он промолвил: «Вы здесь распиваете чай и не знаете, куда нам предстоит идти и что нас ждет впереди». Его спросили, что случилось, но он ничего не рассказал. Когда домашние стали спрашивать, что он там увидел, он сказал только: «Разве можно там увидеть что-нибудь хорошее?» Бывшие на похоронах люди рассказали, что Абдуль-Джалил Афанди Куддиса Сирруху сидел в углу и читал Коран. Вдруг у него закружилась голова, он стал падать, но люди рядом подхватили его и не дали упасть. Когда я приходила к шейху со своими домашними проблемами, думая, что больше не смогу выносить выходки мужа, он говорил: «Терпи, стиснув зубы, ибо женщина, которая пошла на уступки, считается победившей». Я не видела человека, который бы заботился о чистоте еды больше него. Мой муж Камиль, да смоются его грехи, работал у него шофером. В 1999 году, когда в селении Карамахи шли военные действия, врачей отправляли на дежурство в Джингутай. Камиль рассказал, что шейх целый день питался кислыми яблоками, не притронувшись к пище, которую там давали. Мой муж Камиль, да смоются его грехи, тяжело заболел. Жизнь его подходила к концу. Когда устаз пришел навестить его, он чувствовал себя хорошо. Шейх сказал, что завтра он не придет, потому что будет на мавлиде у Саида Афанди Куддиса Сирруху. Вскоре после ухода устаза состояние Камиля ухудшилось, и он впал в кому. Мы никому не сообщили об этом, но на следующий день, за несколько часов до его смерти, вдруг пришел устаз. Утром он сказал своей жене, что поехать на мавлид в Чирки не получится, потому что нужно ехать в Коронай. Придя к нам, шейх сел у изголовья умирающего. И вдруг Камиль, который был в коме, встал, сделал омовение, а когда наступило время намаза, совершил его. Через некоторое время он покинул этот мир. В медицине известно очень мало случаев, когда человек выходил из комы перед смертью. Дочь Абдуль-Джалила Афанди Куддиса Сирруху Кадижат. Мать отца Захидат, да простит Аллах ее грехи, часто говорила, что отец в детстве был удивительным мальчиком. Дядя и тети говорили нам:
Смотрите, будьте учтивы с Абдуль-Джалилом, ибо он станет большим человеком. Его мать была очень богобоязненной женщиной с крепкой верой и огромным терпением. Тяжелая болезнь на 9 лет приковала ее к постели, но она никогда ни на что не жаловалась. Отец рассказывал: «В детстве мы стелили постель на полу. Зимой мама растапливала печь, прежде чем поднять нас на утренний намаз. Но все равно в комнате было так холодно, что невозможно было высунуть из-под одеяла руку или ногу. Мама по одному поднимала нас на утренний намаз, несмотря на холод. Да будет Аллах доволен ею, прививший нам любовь к намазу. Да поможет Аллах всем матерям обучить своих детей совершению намаза. Не жалейте детей, будите их на утренний намаз». Больше всего отец заботился о намазе. Он и сам поднимал нас на намаз пораньше, чтобы мы совершили омовение и были готовы к намазу до наступления его времени. Он любил, когда намаз совершали сразу с наступлением его времени, не тратя ни минуты даже на омовение. Когда мы были детьми, открытых мечетей еще не было. Отец дома читал азан и икаму, и мы вместе, закрыв дверь изнутри, совершали коллективный намаз. После замужества, живя в Махачкале, я поздно ложилась спать, когда маленькие дети болели. И утром, когда проснуться было очень трудно, я слышала голос отца: «Кадижат, вставай на намаз». С самого детства отец временами проверял, как мы совершаем намаз и соблюдаем пост. Мы шутили между собой, что у нас сегодня очередной экзамен по намазу. Начиная с омовения, он спрашивал у нас суру Аль-Фатиха, Ат-Тахият, аскары намаза, столпы имана и ислама и все, что связано с намазом. Приезжая из Эрпели, он привозил с собой шариатские книги с многочисленными закладками и, собирая нас вместе, читал нам самые важные места. Устаз очень часто говорил: любовь родителей к детям делится на 2 вида. Первый вид — это настоящая любовь, когда родители, не жалея, требуют, чтобы дети своевременно совершали намаз, соблюдали пост и показывают им красоту пути шариата Аллаха. Второй вид — ложная любовь, когда они, как бы жалея детей, не будят их на намаз, не велят им соблюдать пост, боясь, как бы они не голодали, а дают им полную волю. Если вы любите своих детей, оградите их от ложной любви. Не жалейте их, требуйте выполнения столпов шариата. Ахират вечен, вы возрадуетесь вместе с ними, если на то воля Аллаха. Отец рассказывал, что его учитель по шариатским наукам Мухаммад Искудали сказал ему: «Наверное, в вашем роду был приближенный Аллаха, вали, которого Творец любил. Ты получил его благодать». Действительно, в селении есть предание о прадедушке отца Умахане. Он был очень богобоязненным человеком, отличившимся крепкой верой. У него были 3 дочери и сын. До достижения сыном совершеннолетия он готовился к хаджу, чтобы навсегда остаться в Медине, совершая поклонение. Жарким летом, надев на себя тулуп и подпоясавшись ремнем, он косил траву, чтобы тело привыкало к жаре Аравии. Отец рассказывал со слов своего дедушки: «Однажды, будучи маленьким ребенком, отец взял меня с собой на Кутан, который находился в низменной части Дагестана, косить сено. Из еды мы взяли с собой сухие лепешки. Не кушая сам, он отламывал куски от лепешки и давал мне. «Кушай, сын мой, чтобы набраться сил», — говорил он. Я спросил, почему он сам не ест. И он ответил: «Клянусь Аллахом, сын мой, когда ты станешь совершеннолетним, я собираюсь поехать в хадж, а после хаджа я решил остаться там. Ты не рассказывай сестрам, что я готовлюсь к этому». Он уехал из любви к пророку, алейхиссаляту вассалям, и его сподвижникам, желая быть похороненным в земле, где покоятся они. После завершения хаджа друзья оставили его в Медине. Паломники из Дагестана, которые ездили в хадж следующие 2 года, встречали его в Медине. Он постоянно пребывал в мечети пророка, алейхиссаляту вассалям, в поклонении Аллаху. Паломники, приехавшие на 3-й год, расспросив об Умахане, узнали, что его уже нет в живых, и что он похоронен на кладбище Бакый. Шейх говорил, что когда он рассказал это Мухаммаду Искудали, тот, немного подумав, сказал: «Наверное, до него в вашем роду тоже был праведник». Мухаммад Искудали был большим ученым и проницательным человеком.
Помню, с какой любовью отец рассказывал о шейхе из Батлуха и о духовном воспитании, которое он дал ему. Отец говорил, шейх из Батлуха поэтапно, шаг за шагом, подготавливал, воспитывал меня. Словно обжигая кирпич, он привел в порядок мой внутренний мир. Мубарак всегда очень радовался моему приходу. Он советовал мне, в первую очередь, стараться совершать намаз в хузуре, далее рекомендовал постоянно быть в омовении, а также утром и вечером читать хизб имама Ан-Навави, Салатуль Машишия и Далайль Хайрат. Еще он советовал стараться хранить в сердце хузур всегда и везде. У меня так не получалось. Я сказал ему об этом. Тогда Мубарак сказал мне, чтобы я покаялся за время, проведенное без хузура, и снова вернулся к нему. Как я вначале сказала, после тяжелой автокатастрофы мать нашего отца 9 лет провела в постели, разбитая параличем. Отец рассказывал, что когда он приходил, шейх из Батлуха спрашивал о состоянии матери, кто за ней ухаживает, и обо всех детях, называя их поименно. Отец ничего не предпринимал, не посоветовавшись с шейхом из Батлуха. Переезд из Караная в Эрпели тоже был согласован с Муршидом. Какой бы большой вред ни причинили соседи, отец не только не требовал от них возмещения ущерба, но даже запрещал что-либо говорить им. Он учил, что нужно терпеливо переносить вред, который причиняют соседи. Данное ему разрешение на наставничество он скрывал в течение 13 лет даже от нас, близких. Он беспрекословно выполнял веления устазов. Однажды мы с односельчанами, приехав к шейху в Чиркей, сказали, что мы из Караная. Саид Афанди Куддиса Сирруху спросил, знаем ли мы Абдуль-Джалила, и предупредил нас, чтобы мы относились к нему с почтением. Односельчане, указав на меня, сказали, что я его дочь. Тогда Саид Афанди Куддиса Сирруху подошел ко мне и подробно расспросил о доме отца в селении. В то время я не поняла смысл его слов. Мы тогда не знали об Иджазе. Отец работал врачом в Эрпели и только строил там дом. Когда я приехала из Чиркея, отец что-то делал с молотком в руках. Я рассказала ему, что Саид Афанди Куддиса Сирруху расспрашивал о его доме в селе, и он сказал, это значит, что устаз велит мне переехать в село. С этими словами он положил молоток и забросил строительство. Раз Саид Афанди Куддиса Сирруху сказал, что ему лучше переехать в село, отец дешево продал свой дом и вернулся в Каранай. Однажды мама спросила, видела ли я, что подарили отцу. Она рассказала, что однажды он пришел с работы со свертком в руке. Положив его на стол, он сказал, спрячь эту вещь куда-нибудь. Нам стало очень интересно, что это за вещь, которую нужно скрывать. Мы развернули сверток и увидели значок и приказ о присвоении ему почетного звания «Заслуженный врач Республики Дагестан». Каждый раз, когда кто-то умирал в селении, отец собирал нас и, показывая, как покойник лежит на боку, повернувшись к кибле, говорил, «Дети мои, после смерти нас кладут в могилу вот таким образом. Потом к нам придут ангелы Мункар и Накир и будут задавать вопросы». На нас это действовало так, что нам казалось, будто мы сами лежим в могиле. Он рассказывал, что в могиле будут наказывать огнем тех, кто вел плохой образ жизни на этом свете, и говорил, чтобы мы приложили палец к горящему газу на кухне и проверили, можем ли мы терпеть боль. После того, как отцу дали разрешение на наставничество, во сне я увидела бабушку Загидат. Я рассказала ей, что отцу дали иджазу. Она сказала, что уже знает об этом. Я удивилась, потому что мы узнали об этом только недавно, и она ответила, когда он дает мне вознаграждение за прочитанное, оно доходит до меня, освещая весь мир подобно молнии, а от прочитанного другими такого не бывает. Устаз никогда не разрешал отвечать злом на зло. Он говорил, пусть Аллах рассудит, Он все устроит. А если мы начнем мстить сами, то Аллах скажет, теперь вы взяли все это на себя. Когда мы ухаживали за бабушкой, шейх нам говорил, никогда не думайте, что, ухаживая за ней, вы делаете большую работу. Ваша забота за ней — это шаг в рай. Он давал нам советы, как воспитывать своих детей. «Заставляйте детей делать то, что вы говорите», — учил он, — «и не идите у них на поводу». Айшат, дочь Абдуль-Джалила Афанди, Куддиса Сирруху.
Всегда и во всем, даже в мелочах, отец сам соблюдал нормы шариата и правила приличия, установленные исламом, будь то в одежде, еде или обхождении с человеком, и требовал этого от нас. Когда умер дедушка Умахан, отец был в Эрпеле. Юноша, которого отправили, чтобы сообщить ему эту весть, позже рассказал, что шейх вышел, прежде чем он постучал в ворота и сказал: «Ты пришел, чтобы сообщить мне о смерти отца?» Соблюдая требования шариата, он боролся против обычаев, адатов. В нашем селении с давних времен было принято подолгу носить черную одежду в знак траура по умершему человеку. Через неделю после смерти отца Устаз, собрав всех родственников, предупредил: «Мой отец умер. С этого дня ни я, ни вы не будем носить по нему траур». Через неделю после смерти отца он сам обрил бороду и запретил всем носить черную одежду. Когда умерла наша мать Халимат, да смоются ее грехи, шейх не разрешил нам носить черное, посоветовав надеть одежду темно-коричневого цвета. Когда умер его отец Умахан, невзирая на то, что написано в завещании, не слушая возражений родственников, он разделил все имущество согласно шариату, за исключением его старой одежды. Он не интересовался мирскими богатствами, пользуясь только крайне необходимым. Новую одежду он покупал только после того, как изнашивал старую. Мама, да простятся ее грехи, постоянно говорила, что ему нужно хорошо одеться, так как он ходит на работу, общается с людьми. В ответ он говорил: не внешность свою надо украшать, а наоборот, внутренний мир, сердце и место, могилу, куда мы отправимся. Он и сейчас носит пиджак, купленный больше 20 лет назад. Отец не разрешал делать ремонт в доме. Он вообще не позволял вешать на стену ковры. Только к празднику Разговения Ураза-Байрам мы могли сделать мелкий ремонт. Собрав мюридов, отец совершал у нас дома хатму. Комната, где проводили хатму салават, не ремонтировалась несколько лет. Однажды, купив самые простые обои, мы сделали в ней ремонт. Когда мы закончили, пришел отец и сказал: в доме была только одна комната, куда можно было войти, а теперь и ее привели в негодность. Отец соблюдал адаб по отношению к еде, ел очень мало. Перед едой он всегда совершал омовение, читал сельсило и ел с хузуром. По наставлению шейха из Батлуха он никогда не пропускал желательный пост в белые дни, однако не давал нам знать об этом. Он не любил, когда мы готовили 2-3 блюда одновременно. Никогда не порицал еду, которую положили перед ним, никогда ничего не заказывал из еды и довольствовался тем, что было. Если кто-то приходил к нему за помощью, он шел с ним, чтобы решить его проблемы, в любое время суток, невзирая на усталость или болезнь. Односельчане рассказывали, что он ни разу не оставил без помощи работающего человека. Даже если проезжал на машине, он обязательно останавливался и оказывал посильную помощь. Он стремится быть похожим на пророка, алейхиссаляту вассалям, сподвижников и больших людей и относиться к ним с почтением. Сколько я помню, отец никогда не спал в мягкой постели. Однажды, будучи маленьким, мы спросили маму, почему отец спит только на одном одеяле, подложив под голову жесткую подушку, набитую соломой, в то время как мы спим на мягкой кровати. Мать сказала, чтобы мы спросили об этом у него. Бывая дома, отец часто сидел в задней комнате на молитвенном коврике и, повернувшись к углу, поминал Аллаха. Услышав наш разговор, отец зашел в нашу комнату и со слезами на глазах сказал нам: «Дети мои, наш пророк, алейхиссаляту вассалям, не стелил даже одеяло, и на его боку оставались следы от грубой циновки. Чем я лучше пророка, алейхиссаляту вассалям, чтобы лежать в кровати с удобствами?» Так с молодости он приучил свое тело. Он всегда говорил, что мы должны обуздать свой нафс. Если мы не придавим голову нафсу, как змее, он не оставит нас в покое. Я не помню, чтобы отец когда-нибудь ходил на свадьбы или какие-нибудь развлечения. Дома у нас не было телевизора, только радиоприемник, по которому отец слушал арабские передачи, в частности, передачу под названием «Нурун аля ад-дара». Особое внимание он уделял воздержанию от телесных наслаждений, особенно от наслаждения музыкой, и приучал к этому и нас. Однажды, когда отец уехал на работу в Эрпеле, мы по своей глупости, воспользовавшись его отсутствием, включили радио
и стали под музыку убираться в доме. Когда неожиданно пришел отец, мы растерялись. Мы думали, что он будет ругать нас. Следует отметить, что отец никогда не ругал нас за мирские вещи. Ах, разве можно так? Это было его самое строгое замечание. Посадив нас рядом с собой, он спокойно беседовал с нами, объясняя, что мы сделали не так. На этот раз он также посадил нас рядом с собой и сказал: «Смотрите, дети мои, на этом свете Аллах запретил нам некоторые вещи, чтобы дать нам их в ахирате. Например, Он запретил нам слушать музыку, чтобы сделать ее дозволенной на том свете. Если на то воля Аллаха, мы будем слушать музыку на том свете. Вы думаете, мне не нравится слушать музыку? Мне музыка по душе, но Аллах создал нас на этом свете не для того, чтобы мы занимались всем тем, что нам нравится. Аллах создал нас, чтобы мы делали то, что желает Он». По улице отец ходит с опущенной головой и никогда не смотрит на других. Когда я встречала его на улице, часто мне приходилось самой заговаривать с ним, иначе он даже не замечал меня. Он очень бережно относится к некоторым предметам и одежде, которые хранятся у нас дома. Письмо, которое прислал шейх из Батлуха, он повесил в углу, прямо напротив того места, где сидит в богослужении. Лист бумаги, на котором написаны некоторые выражения муршида из Батлуха, висел там же. У нас дома хранилась обувь, которая принадлежала Мухаммад Арифу, куддиса сирруху. Он хранил ее на возвышенном месте, повернув носками к кибле, и временами смахивал с нее пыль. В пятницу он для благодати надевал ее ненадолго и расхаживал по коридору, потом снимал и ставил на место. Однажды мама спросила его, почему он не надевает ее хотя бы на пятничный намаз. «Разве ты не знаешь, кому принадлежала эта обувь? Если я надену ее на улицу, то боюсь, что тем самым проявлю неуважение», — сказал отец. И эту обувь, которой так дорожил, он подарил Айшат, жене Мухаммада Арифа Афанди, куддиса сирруху, когда она сказала, что у нее ничего не осталось от мужа. Во дворе поближе к дороге у нас был огород. Отец не разрешил нам посадить там фруктовое дерево. Он сказал, что если кто-нибудь, увидев с улицы плоды, пожелает съесть их, то от этого нам будет грех. После того, как я вышла замуж, устаз часто говорил, что жены должны уступать мужьям, ибо такие жены перед Аллахом окажутся в выигрыше. «Умей выигрывать, уступая», — поучал он. Мама, да простит Аллах ее грехи, рассказывала: однажды мы вдвоем отправились в поле на УАЗике. На одном участке дороги, проходившей рядом с озером, была труба, которую положили для отвода воды из озера. Из-за сильных дождей вода смыла почву из-под трубы, и она осела. Мы этого не знали. Когда мы проезжали это место, он что-то читал, а я слушала его. Вдруг раздался треск, и мы почувствовали, как задние колеса машины будто провалились в яму. Остановив машину, мы вышли и увидели обрушившуюся на полметра трубу и слой земли, снесенный нами. Наша машина стояла на краю разрушенного проезда. Растерявшись, мы посмотрели друг на друга. Люди, которые работали на полях, подбежали к нам и стали рассказывать: мы кричали, что там нельзя проехать, но вы не услышали нас. С 7-летнего возраста отец заставлял нас соблюдать пост. Чтобы у нас появилось желание, он часто рассказывал нам о вознаграждении, которое получает постящийся, как сильно Аллах любит его, и о том, что Аллаху более приятен запах, исходящий изо рта постящегося, чем запах мускуса. Зулайпат, супруга Абдуль-Джалила Афанди, куддиса сирруху. Устаз соблюдает простоту и в еде, и в одежде. Он ни в чем не любит роскошь, горделивость. Пищу и одежду он приобретает лишь на свои пенсионные средства. Использовать другое имущество он запрещает. Все, что ему приносят, он использует для угощения мюридов. По мере возможностей муршид старается сам оказывать гостеприимство посетителям, всегда расспрашивает о тех, кто нуждается в помощи, и старается оказывать им посильную помощь. Он велит быть учтивыми с пришедшими и не отпускать никого без угощения. Он учит нас каждое наше деяние совершать с намерением следовать пророку, алейхиссаляту вассалям. Если мы, принимая пищу, совершая намаз, вознамеримся следовать в этом посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям, который тоже делал все это, то мы удостоимся вознаграждения,
Так говорит устаз. Все повествования наставника бывают посвящены великим людям, в частности шейхам Сааду Хаджи Асул Мухаммаду Афанди из Батлуха, Куддиса Сирруху, Абдулхамиду Афанди из Инху, Куддиса Сирруху, Саиду Афанди из Чиркея, Куддиса Сирруху. Ахмад, племянник Абдуль-Джалила Афанди, Куддиса Сирруху. Наставник не обращает никакого внимания на мирское имущество и роскошь. Он даже не разрешил установить дома кондиционер, который принес один человек. Он не разрешает пользоваться ничем из мирского, кроме крайне необходимого, потому что мы пришли в этот мир не для того, чтобы предаваться веселью и усладам. Кто-то принес нам плитку для покрытия двора. Мы долго не могли сказать об этом устазу, ибо знали, что ему это не понравится. Но сказать все же пришлось. Вначале он отказывался, считая, что в этом нет необходимости, но в конце концов решил, что если вернуть плитку, то человек, который привез ее, может обидеться, и с большим нежеланием разрешил уложить ее во дворе. Тогда шейх сказал мне: «Ахмад, я давно принял намерение оставить мирское. Неужели ты желаешь, чтобы я нарушил это намерение?» Рамазан, сын Мухаммада из Кудали. Абдуль-Джалил Афанди, Куддиса Сирруху, учился у отца, да простит его Аллах, как бы это ни было опасно в те времена. Отец очень любил его. Он говорил: Абдуль-Джалил обладает большими способностями и талантом в учебе, и его поведение соответствует знаниям. В одно время он перестал посещать занятия, не знаю по какой причине. Отец тогда сказал ему: «О, Абдуль-Джалил, приходи в любое время суток, я всегда рад тебе». В другой раз в моем присутствии отец сказал ему: «Абдуль-Джалил, у сердца бывают врата, которые необходимо отворить, чтобы удостоиться этих знаний, а врата твоего сердца уже открылись». То есть он получил фатх, открытие Всевышним знаний. Отец всегда говорил, что он станет великим человеком. Ахмад, имам селения Каранай. Муршид всегда настоятельно рекомендовал, чтобы мы, если совершаем намаз дома, старались выполнить его коллективно вместе с родителями, огласив азан, а затем и икамат. Он обучил нас наукам и часто, приходя на уроки, приносил нам конфеты. При этом он говорил: «Это я не для вас, дети, а для себя». То есть вознаграждение за отданное нам получит он. Следуя его наставлениям, мы всегда читали азан и икамат перед намазом, где бы мы его ни совершали. Устаз рассказывал, что когда он преподавал арабский язык в Ирпелинской школе, дети его не слушались и плохо учились. И он спросил шейха из Батлуха, нельзя ли ему бросить эту работу. Тогда шейх спросил, неужели ни один ученик не слушается. Абдуль-Джалил Афанди, Куддиса Сирруху, ответил, что есть лишь несколько хороших учеников. И шейх велел: обучай хотя бы ради одного. Если учащийся пропускал занятия ради какого-либо религиозного собрания, устаз говорил: взвешивайте каждое деяние на весах и вначале совершайте то, что важнее. Урок — это обязанность. Муршид поучал: с человеком, которого вы наняли для выполнения какой-либо работы, расплачивайтесь до того, как высохнет его пот. Он также говорил: учитесь религиозным знаниям. Прежде студентам знания не давались так легко, как вам. Им приходилось для этого покидать родное село, терпеть наказание старших, переносить голод, холод. Еще он говорил: учитель для учащегося подобен дороге, расчищенной бульдозером. Приобретайте знания, пока есть учитель. Его спросили, можно ли не посещать хатм, собрание мюридов. Устаз ответил: старайтесь хотя бы не пропускать 2 раза подряд. Когда сельчане выходили на общественные работы, чтобы провести воду, построить дорогу и так далее, устаз всегда бывал в первых рядах. Абдуль-Джалил Афанди, Куддиса Сирруху, советовал нам усердствовать в чтении суры Аль-Фатиха с намерением выразить благодарность Всевышнему Аллаху. Читать ее с таким намерением надо от 1 до 100 раз. Намерение делается так: я намереваюсь прочитать суру Аль-Фатиха в знак благодарности Всевышнему Аллаху за блага, которыми Он наделил меня, тайные и явные, связанные с дольним миром и миром вечным, прежние и последующие, известные и неведомые, малые и большие,
и за все другие. Устаз говорил, что если читать суру Фатиха каждый день в какое-то определенное время, то будет легче. Он также подчеркивал важность наличия составленного завещания, васият, говоря, что его должен иметь каждый человек, ибо не оставивший завещание в судный день будет лишен способности разговаривать. Когда ученики приходили на урок, он поднимал каждого и спрашивал, есть ли у него завещание. Муршид говорил, что если просто открыть книги по суфизму, даже не читая их, можно удостоиться благодати. Абдур-Рашид, сын муджаида из Караная. Когда я пришел работать учителем в каранайскую школу, в ней всем уже было известно о знаниях, остроумии и талантах Абдуль-Джалила. Когда учитель вызвал Абдуль-Джалила отвечать, он вместо небольшого отрывка поэмы, заданного наизусть, рассказывал всю поэму, вызывая восхищение учителей и одноклассников. Всем известно, что советская власть вела борьбу против религии. В эти тяжелые времена он сумел совместить работу врача и религиозную учебу. С позаранку он отправлялся за уроком к своему учителю, преодолев 3 километра пути, а к 8 часам приходил в поликлинику на работу. Жители села относились к нему с большим почтением. В любое время они могли обратиться к нему с вопросом и получить глубокосмысленный, ясный и достоверный ответ. В течение нескольких лет он выступал с проповедями в сельской мечети. Никто не умел так доходчиво увещевать, как он. Его пятничные проповеди в мечети были изумительными. Он свободно владеет аварским, русским, кумыкским, арабским, английским и латинским языками. Жизненное правило Абдуль-Джалила — приносить людям пользу и благо. Мои мать и сестра в последние годы жизни часто болели. Он часто навещал их и неоднократно возил мою мать к своим знакомым врачам в Махачкалу. Он оказал большую помощь и моей сестре. Устаз часто повторяет: «Делайте друг другу добро». Однажды поздней ветреной ночью его жена Халимат услышала стук в ворота и вышла спросить, кто это и что ему нужно. В ответ она услышала: «Отец болен». Она спросила, кто это, и тот ответил, что он Мухаммад, сын такого-то. Однако из-за шума ветра она не поняла, чьим сыном он назвал себя. Тогда Абдуль-Джалил Афанди, куддиса сирруху, обошел в селении всех, кто носил имя Мухаммад, а их в селении много, и в конце концов нашел больного. Обследовав его и прописав лекарства, он только к утру вернулся домой. В другой раз ко мне поздно ночью пришли мои знакомые из селения Ишкарты, что в 6 километрах от нас. Им нужен был врач для матери, им было стыдно идти к Абдуль-Джалилу Афанди, куддиса сирруху, в столь позднее время. К тому же они не знали, где он живет, и мне пришлось самому отправиться к устазу. Не ища никаких отговорок и не выказав ни желания, он ночью пешком отправился в Ишкарты. Работая в Эрпеле главным врачом, он снимал дом в чужом селении. Его теща жила с нами до самой смерти, хотя в селении были и другие ее дочери. Я никогда не видел, чтобы он ел в чужом месте. Когда на мавлидах или в доме, где умер человек, приходило время угощения, он находил какой-нибудь повод, чтобы уйти. Матери шейха как-то приснилось, что Абдуль-Джалил стал большим ученым-богословом. Ее сон оказался вещим. Абдул-Латип из Караная. Абдуль-Джалил был намного младше нас, но он по собственному желанию пришел в школу вместе со своей старшей сестрой Умму Сапият и остался учиться в нашем классе. Его несколько раз отправляли домой, но он приходил снова и снова, поэтому его взяли в наш класс в качестве слушателя на 6 месяцев. И оказалось, что никто в нашем классе не может сравниться с ним в учебе. Видя его знания и стремление к учебе, его официально приняли в школу. По окончании медицинского института он вначале работал врачом в Казанище. Рассказывают, что больные даже без приема лекарства чувствовали облегчение в присутствии Абдуль-Джалила, который умел успокоить и подбодрить их словами, и даже одним своим внешним видом оказывал благотворное воздействие. По пятницам он выступал с красивыми проповедями в мечети и обучал многих детей религиозным знаниям. Сегодня религиозные потребности жителей села могут удовлетворить те его ученики,
которых он обучал в свое время. Они работают в селе имамами, муэдзинами и исламскими учителями. В селении в своем доме он регулярно проводил собрания мюридов хатм салават. Следующая история случилась еще до того, как стало известно о передаче ему разрешения на наставничество. В очередной раз на хатме, закрыв глаза, я воздел руки к небу, чтобы обратиться с мольбой о помощи к шейхам сильсилы, как вдруг увидел белое облако, появившееся из одного угла дома. Из этого облака спустились все наставники, чьи имена есть в сильсиле. Они заполнили собой всю комнату. Я был поражен их великолепием и сиянием, исходящим от них. Вдруг сидевший рядом мюрид коснулся моей руки. Я открыл глаза и потерял из виду шейхов. На следующий день, ранним утром, я отправился к шейху Саиду Афанди, куддиса сирруху, в Чиркей, чтобы поведать ему об увиденном. Шейх спросил, рассказал ли я об этом кому-либо еще. Я сказал, что не рассказывал, и шейх воскликнул: «О, если бы ты и мне не рассказывал об этом». Усман из Нижнего Караная. Когда Абдуль-Джалил был главным врачом, я 9 лет работал с ним фельдшером. Он никогда не ругал меня и ни разу не упрекнул, даже когда я совершал ошибки. Он лишь вежливо разъяснял, что надо сделать. Ни разу он не спросил меня, состою ли я в тарикате. Однажды, услышав, как кто-то спрашивал меня, не пойду ли я сегодня на хатм, он обрадовался и сказал: «Я так рад, что ты оказался в тарикате, словно я сам вступил в него». Из высказываний наставника. Один человек из нашего села, который лежал на смертном одре, попросил сына поднять его, чтобы он мог посмотреть в окно. Осмотрев все, что можно охватить взглядом, он снова велел уложить его, а затем сказал: «Эх, обманул меня сей мир. Будьте настороже, не дайте мирскому обмануть себя». Приступив к чтению комментариев тафсир Корану, я подумал, если бы Аллах создал этот свет лишь для его чтения, то и этого было бы достаточно. Бывают такие злонравные дети, посланные для того, чтобы испытать веру, иман всех членов семьи. Что бы ты ни делал, имей намерение сделать это ради Аллаха. Берегитесь порицать кого-либо из Чиркея. Так он говорил в знак уважения к шейху из Чиркея. Вера у людей бывает разной. Один обладает верой, которая еле побуждает его вставать на совершение намаза. Второй имеет веру, которая приводит его в состояние готовности к намазу еще до наступления времени его совершения. А третий обладает такой верой, которая делает его готовым жертвовать своей жизнью ради этой религии. Аллах послал нас на эту землю, чтобы мы изучали религиозные знания. Так он говорил мне во время моей учебы. Ислам не ограничивается совершением намаза и соблюдением поста. Ислам для нас должен быть подобен рельсам, по которым мы отправимся по своему жизненному пути. Поезд движется лишь по рельсам, так и нам необходимо идти лишь по пути ислама. Абдул-Гафур из Ирганая. Вместе с Абдуль-Джалилом я учился в медицинском институте 6 лет. Студенческие годы — самый беззаботный и безответственный период жизни, когда делаешь все, что вздумается. Но он и тогда был человеком справедливым, чистосердечным. Он относился к окружающим с уважением и никогда никого не унижал. У него были большие способности к учебе. Профессора всегда восхищались его ответами. По всем предметам он получал только отличные оценки. Все признавали, что на нашем курсе только он был действительно достоин красного диплома. Я никогда не видел человека, обладающего подобными знаниями. Он единственный на курсе получал ленинскую стипендию. В те времена эту стипендию давали только тем, кто получал только отличные оценки не только на экзаменах, но и на занятиях в течение года. Такие же способности он проявил и в религии. Намаз для него был важнее всего на свете. В некоторых учебных циклах занятия бывали и в послеполуденное время. Когда наступало время предзакатного намаза, Абдуль-Джалил отпрашивался с занятий, чтобы совершить намаз. Однажды преподаватель спросил его:
«А что это вы, Умаханов, каждый день в одно и то же время отпрашиваетесь?» Он ответил: «Думаю, причину вы и сами знаете. Поэтому я уйду в любом случае». И преподаватель отпустил его, ничего не сказав. На втором курсе Абдуль-Джалил, который и так старался соблюдать предписания религии, совсем изменился. Оказывается, это было время, когда он встретился с Абдулхамидом Афанди из Инхо и стал его мюридом. Однажды, в пятничный день, это было после того, как Абдуль-Джалилу Афанди Куддиса Сирруху дали право на духовное наставничество, мы вместе с нашим бывшим сокурсником Абидином, который ныне является доцентом медицинского института, решили посетить Абдуль-Джалила. Мы не знали, что по пятницам посетителей к нему не пускают. Не пустили и нас. Близилось время совершения пятничной молитвы, и мы приняли решение совершить ее в Буйнакске, а затем вернуться обратно. Когда мы, помолившись, выходили из мечети, к нам подошел некий парень и сказал, что шейх зовет нас. Мы удивились, как он узнал о нашем приезде, если он не видел нас. Я спросил у охранника, который вернул нас обратно, не он ли рассказал наставнику о нашем визите. Он ответил, что ничего не говорил ему. Абидин, доцент медицинской академии. Абдуль-Джалила Афанди, Куддиса Сирруху, я знаю с 1963 года, когда мы поступили учиться в медицинский институт. Он был очень светлым человеком, обладавшим крепкой верой. В учебе он также отличался особыми способностями. Он получал только отличные оценки. Другим студентам, чтобы ответить на занятиях, приходилось многократно читать и заучивать урок. Что же касается Абдуль-Джалила, то он мог на отлично ответить урок, просто прослушав лекцию или прочитав тему один раз. В годы учебы в институте мы с ним мечтали поступить в аспирантуру, написать кандидатскую, а затем и докторскую диссертации, защитить их и посвятить себя науке. Однако на 6-м курсе он передумал и сказал, что не станет заниматься этой областью науки, но предастся наукам религиозным и изучит арабский язык. В то время не то что изучать арабский, даже молиться приходилось тайно, поэтому я спросил его, как он намерен это делать. Он ответил, что будет ходить к ученому богослову с магнитофоном и записывать уроки на кассету. Сайфулла из Корода. С Абдуль-Джалилом Афанди Куддиса Сирруху мы были знакомы еще с тех времен, когда вместе учились в медицинском институте. Еще тогда этот благословенный человек был спокойным, мало говорил и шутил, обладал красивым нравом и поведением. Мы оба соблюдали религиозные предписания, молились, постились, поэтому между нами завязались хорошие дружеские отношения. Завершив учебу в институте, мы готовились к государственному экзамену. Как-то раз он спросил меня, был ли я на зиярате Махмуда Афанди Куддиса Сирруху в Астрахани. Я ответил, что посещал его 20 раз. Он спросил, не поеду ли я туда вместе с ним. Я ответил согласием, и он от радости обнял меня. В тот же день после предзакатного намаза мы сели в поезд и поехали в Астрахань. Поезд был переполнен, люди ехали даже стоя. Вечерний намаз мы совершили в поезде по очереди, прикрывая друг друга пиджаком. Однако ко времени ночного намаза людей стало слишком много, из-за чего мы не могли помолиться. Тогда мы решили взобраться на вагон и помолиться наверху. Из-за большой скорости поезда нам приходилось держать друг друга, чтобы не свалиться вниз. Так до утра мы добрались до Астрахани. На такси мы поехали на берег Волги, искупались и отправились на зиярат. Хотя я прежде несколько раз посещал святыню Махмуда Афанди Куддиса Сирруху вместе с большими людьми, но такого эффекта, как на этот раз с Абдуль-Джалилом Афанди Куддиса Сирруху, я не удостаивался никогда. Ахмад из Гулотля. Вместе с одним парнем, который раньше был приверженцем ваххабитов, я шел к Абдуль-Джалилу Афанди Куддиса Сирруху. В пути он сказал мне, если возможно, скажи наставнику, чтобы он пока не поручал мне делать рабиту, ибо у меня пока нет соответствующей убежденности в ней. Мы прибыли к шейху и сели перед ним. С нами вместе на приеме оказалось довольно большое количество учащихся религиозных образовательных учреждений. Наставник поочередно говорил им, «Ты не совершай рабиту, ты тоже не совершай ее». Дойдя же до моего спутника, шейх, указав пальцем на него, сказал, «А тебе обязательно надо делать рабиту».
Парень очень удивился, и когда мы вышли, повторял, как он узнал. А я сказал ему, иначе он не был бы устазом. В шариате есть такое установление: человеку, который засомневался в каком-либо дозволенном деянии, обязательно нужно совершать его. Дочь Будунасул Мухаммада Чакар. Одним из самых больших благ, которыми Аллах одарил меня, является 20-летнее соседство с Абдуль-Джалилом Афанди Куддиса Сирруху. Впервые увидев его, я подумала, что, наверное, авлия бывают такими людьми. Это было время, когда он работал главным врачом, а о разрешении на наставничество не было даже и речи. Я никогда еще не видела такого кроткого и вежливого человека, напрочь лишенного эгоизма. Бывало, что мне приходилось выйти из дома по какой-либо нужде, оставив маленького ребенка в люльке. И если ребенок начинал плакать, то этот благословенный человек, являвшийся нашим соседом, бросив свои дела, приходил и качал люльку. Такое случалось неоднократно. Однажды, когда мы на кухне готовили еду для мюридов шейха, пришла его супруга Зулайпат, чтобы приготовить еду наставнику. Она забыла прихватить с собой масло, чтобы поджарить лук, и пошла за ним. Сестра шейха по незнанию положила ложку масла, что было в кухне, и стала готовить поджарку. Зулайпат вернулась и спросила, откуда масло. Сестра ответила, что взяла из того масла, которое используется в приготовлении еды для мюридов. Зулайпат оставила эту поджарку, сказав, что она не годится для шейха, и пошла домой готовить заново. Мы удивились, но Зулайпат сказала, что муршид строго-настрого запретил использовать в еде или одежде для него даже малую часть имущества, не относящегося к его пенсионным средствам. Патимат, дочь Али из Караная. Хвала Аллаху, мне посчастливилось совершить паломничество в Мекку в 2003 году вместе с устазом. Все, что он делал, каждое его деяние, особенно во время пути, было достойно подражания. До полуденного намаза мы перешли границу Ирана и Турции. Подошел таможенник и сказал, чтобы мы достали из автобуса всю поклажу. В задней части автобуса был установлен дополнительный бак, наполненный бензином. В Турции бензин стоит дорого. Обнаружив этот бак, таможенник отвернулся и ушел. Время шло, мы совершили предзакатный намаз, приближались сумерки. К нам никто не подходил, хотя бы для того, чтобы сказать: «Вы свободны» или «Заплатите и езжайте». Был месяц январь, кругом лежал снег, стоял сильный мороз. Совершив предзакатный намаз, устаз подошел к будке таможенников, а через некоторое время вернулся к автобусу с документом, разрешающим выехать. Как я услышала впоследствии, шейх сказал, что пришлось прочитать мольбу, и в тот же час сотрудник-таможенник позвал его в помещение и, попросив прочитать за него мольбу, передал ему документ. А пассажиров других автобусов, в которых также обнаружили дополнительные баки с бензином, держали на таможне 3 суток. Нам же, благодаря баракату Абдуль-Джалила Афанди Куддиса Сирруху, удалось быстро пересечь границу. Собирая сведения об Абдуль-Джалиле Афанди Куддиса Сирруху, мы узнали много удивительного о его необыкновенных чудесах, которые украсили бы жизнеописание любого праведника. Однако по причине того, что шейх является очень простым, скромным человеком и ненавидит известность, полагая, что ему это может не понравиться, мы решили сократить их и не приводить в этой книге. Настанет время, когда можно будет поведать и о них, коли будет угодно Всевышнему Аллаху. Уважаемые братья и сестры, подписывайтесь на наш канал в YouTube.